Добрый вечер. Якутия Лайв, в студии Ирина Ефимова. В начале июля в Благовещенске состоялась 8-я Всероссийская демографическая конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», где Якутия была отмечена как регион-лидер сразу по двум направлениям. Средние показатели продолжительности жизни у нас увеличились и достигли среднероссийских, что, конечно, для якутских суровых климатических условий большое достижение. Ну и все уже давно знают, что в Якутии родился миллионный житель, что говорит о том, что естественный прирост населения значительно вырос и по сравнению с прошлыми годами, и с другими регионами Дальнего Востока и страны. Вот об этом и обо многом другом мы сегодня поговорим с Ольгой Балабкиной, заместителем председателя правительства нашей республики. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Добрый день. Ну, давайте начнем с того, что, вот с миллионного жителя, да, что все-таки, по вашему мнению, этому помогло нам добиться такого показателя, и как так вышло, что это второй раз в истории региона? Ну, я думаю, что, во-первых, прежде всего хотелось бы поздравить всех жителей республики и от правительства, еще раз от себя лично, и семью, и медиков, которые принимали непосредственное участие в рождении нашего миллионного жителя. И, в общем-то, мы сегодня говорим о том, что это действительно подарок такой для всей республики, но это сложное, тяжелое завоевание, по сути дела, которое было сделано благодаря, в общем-то, осуществлено благодаря достаточно сложной и выверенной демографической политике. Да, действительно, в конце, значит, 90-х, да, как бы у нас была ситуация, значит, 80-х, тогда, когда Якутия находилась на грани 1 миллиона жителей. Она не на грани, действительно, миллионный житель был. В 86 году она зафиксирована. Однако, как все помним, у нас в этот период был достаточно большой отток местного населения, жителей Якутии, из Якутии по ряду разных причин. И поэтому, соответственно, для нас опять вновь достижение миллиона, это прежде всего говорит о том, что мы развиваемся. Я рассматриваю этот показатель именно таким образом. И рассматриваю этот показатель как последние 5 лет, несмотря на то, что мы достаточно хорошо идем в этом направлении последние годы, но последние 5 лет, вот по поручению главы Якутии Александра Сергеевича Николаева, был пересмотрен пакет вообще мер, которые направлены на демографическое развитие, да, и на, в том числе, стимулирование рождаемости. И вот тогда базовая позиция, которую глава республики Александр Николаев определил в своих основных направлениях деятельности, было все-таки уйти от социальной помощи при рождении, а вводить демографические меры. Демографические меры, они, по сути, должны касаться каждого. Хорошо сработала в этом вопросе и ипотека. Хорошо сработали элементы материнского капитала. Ну и, конечно же, как бы мы считаем, что публичные вот такие вот вещи, которые связаны со столетием республики, которые получили продолжение, они, в общем-то... Ну и дети столетия, да? Да, и вот дети столетия, они так хорошо достаточно, в общем-то, дали свой результат. Очень часто до того момента, когда мы понимали, что мы находимся уже в границе миллионного жителей республики, было очень много высказываний, в том числе и в социальных сетях. Там Якутию сравнивали с жителями республики в период Великой Отечественной войны. То есть очень много было таких вот сбросов. Да? Но я считаю, что мы достаточно четко и достойно, в общем-то, понимаем, как удалось этого достигнуть. Это полный пересмотр демографических мер поддержки. Мы ушли практически от социальных мер поддержки. И сейчас тоже дальше продолжение видим дальше. То есть не разовое пособие, а целый комплекс не разовый, мер? Да. Мало того, что комплекс мер, он для всех, кто желает, значит, иметь детей, а не для определенной категории, у которой, значит, низкий достаток, как было до этого. Основной упор был на это. И об этом в том числе мы говорили и на конференции в Благовещенске. Значит, нужно сказать, что эта конференция была продолжением нашей конференции, которая до этого проходила во Владивостоке. Это достаточно такое правильное направление, которое выбрал Минвостокразвития, для того, чтобы совместно всеми субъектами вырабатывать эти меры. Но мы в этих субъектах в любом случае выделяемся. Мы, Бурятия, выделяемся, потому что у нас сильные традиции. Традиции многодетности, традиции сохранения семей. Поэтому
всегда таким определенного рода вот выступаем примером для всех остальных, потому что вот нужно вообще поблагодарить все семьи многодетные, да, которые у нас есть в республике, что они, во-первых, верят, доверяют государству, доверяют власти, политике, которые проводят, что, в общем-то, для многих субъектов, как бы это вот сейчас ни звучало, такая многодетность не характерна вообще. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, отправив сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Также можно задать вопрос через наше новое мобильное приложение. Если вы его еще не скачали, то отсканируйте QR-код, который видите на экране, и отправляйте сообщение. Ну вот вы уже начали рассказывать про конференцию. Да? Какие там вот основные были проблемы вообще озвучены? Для всех проблема колоссальная, которая характерна для Дальнего Востока, это, безусловно, значит, принятие комплекса мер по сдерживанию населения, отъезда населения из субъектов Дальнего Востока. Здесь мы тоже далеко не в лидерах по оттоку, достаточно, в общем-то, устойчиво себя ощущаем в данном направлении. Да? Значит, и, соответственно, конечно же, как нужно сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной. И как субъекты Российской Федерации на Дальнем Востоке, конечно, субъект субъекту рознь. Но чем хороши эти конференции? Тем, что выступают, в принципе, те, кто на нас смотрит со стороны. Да? То есть достаточно серьезные федеральные эксперты общественных палат различных институтов предлагают те или иные меры, смотря на нас с одной стороны, как на пример, с другой стороны, как на ресурс для возможности, значит, непосредственно вот, принятия каких-то мер, которые в последующем могут быть примером для всей страны. Да, то есть ни для кого не секрет, что определенный отток с Дальнего Востока идет. И для всех сегодня, и для нас, для властей, это вызов, как удержать население. И это, конечно же, создание и комфортных условий здесь проживания. Ну, вообще меры социальной поддержки населения – это важный пласт вашей работы, вы это курируете. Давайте расскажем зрителям, какие семьи могут рассчитывать на поддержку от государства. Вот буквально месяц назад, да, Арсений Николаев объявил об увеличении вдвое выплаты регионального капитала «Семья» при рождении 3-го ребенка. Ну и есть еще бонус для молодоженов в возрасте до 25 лет. Расскажите подробнее. Да, знаете, вообще сами меры уже у нас настолько все достаточно как бы вот активны. Самое главное, что нужно сказать, я имею в виду активны в сети, что каждую меру, которая есть, можно, в общем-то, получить на всех наших сайтах, которые есть, наших различного рода проактивных, значит, проактивных ресурсах как таковые. Поэтому практически нет категорий семей в Якутии, которые не могут претендовать на ту или иную меру поддержки. То есть они касаются практически каждой семьи, например, в которых родился 1-й, 2-й, 3-й, 4-й ребенок, да? А при этом в каждый пакет, безусловно, свой. У всех есть единый пакет, который мы называем «Дети столетия». И, соответственно, значит, там в зависимости уже ряд есть, значит, мер, которые направлены и на тех, у кого 3, у кого 4 детей. Конечно же, для всех это прежде всего и связанные, особенно если это многодетные семьи, это ряд льгот, которых они тоже для себя знают. То есть вот у нас практически каждой семье, в моем понимании, в Якутии есть меры государственной поддержки. Но пока они все носят заявительный характер, и я так понимаю, что мы постепенно идем к тому, что они станут, как это сейчас модно говорить... проактивными. Да, проактивными. Мы стараемся, безусловно, начали это прежде всего год назад, например, да, тогда 1,5 года назад, когда мы впервые зарегистрировали, значит, ну, вот онлайн ребенка через ЗАГС. Мы были первые в стране, кто это сделал, рождение, да, зарегистрировали сразу без поездки мамы там и вот в таком вот новом формате и режиме. И уже сегодня все службы, в том числе Минздрава, в части выдачи, например, различного рода сертификатов и так далее, так как они ведут всех мамочек и держат их на учете, то они, соответственно, уже меру саму предлагают. Вообще, что касается вообще цифровизации здравоохранения, нужно сказать, что в этом вопросе мы сегодня являемся лидерами по стране. Почему? Якутия. Якутия, да. Почему я, значит, на этом акцентирую внимание? Во-первых, потому что мы видим каждого больного, уже независимо от того, обратилась я, если вот закашляла в городе Якутске или в городе Амге,
тут же врач открывает мою карту и видит весь мой анамнез, когда и почему я закашляла. Это очень важно с точки зрения, в том числе, мер и поддержки молодых мам, потому что таким образом мы ведем беременных даже тогда, когда они передвигаются по республике. А вот дети столетия, на что чаще всего родители расходуют эти средства? И сумма, ну вот дети столетия, 100 тысяч, но проиндексировалась ли сумма в 2023 году? Да, пока индексация суммы не произошла, с точки зрения получения, механизм самого по себе использования, значит, вот по детям столетия, он предусмотрен постановлением правительства. Ну, вот знаете, что радует, да? В основном все-таки вклады в банк. То есть нет такого, что вот базовым является там трата на какие-то там, в общем, кому-то, да, есть те, кто там, значит, частично гасит ипотеку, да, как бы кто-то проводит через это ремонты и так далее. Но нас очень радует, что очень многие вкладывают как в будущего ребенка и вкладывают вклады. Это, наверное, была основная мысль, которую мы и закладывали тогда, когда этот проект был. Просто предоставили, у всех же разные жизненные ситуации, предоставили возможность выбора. Главой государства подписан закон о создании единой централизованной социальной цифровой платформы, которая заработает с 1 января 2024 года. Вот, готовимся ли мы к этому? Мы, безусловно, готовимся. Что это будет? Да, мы готовимся точно, потому что это межвед. То есть одну историю мы уже переживали, когда мы в базу данных ввели практически всех получателей социальных услуг, которые относятся у нас там к различного рода группам риска в зависимости от непосредственно своего социального положения, да, материального. То теперь мы тоже к этому готовимся, потому что нужно опять вновь объединить ЗАГС, МВД, значит, Минтруд, Минздрав на единую платформенную часть выходить и, соответственно, работать. Я думаю, что мы точно его исполним. В части здравоохранения мы тоже этот вопрос проговаривали. У нас есть определенные сложности, безусловно, с нашими арктическими улусами, но я думаю, что мы достигнем поставленной задачи. Ну и потом у нас есть поручение уже главы Республики Саха-Якутия, на котором сделан акцент на последней планерке, на крайней планерке в правительстве. Ну вот социальный фонд у нас работает уже полгода, да, это с 1 января единый социальный фонд взамен, значит, двух фондов, которые были ранее, соцстрах и пенсионный фонд. Вот это объединение как-то упростило получение помощи? Конечно, упростило. Вообще нужно сказать, что к созданию социального фонда не пришли в одну секунду. Сегодня вдруг утром проснулись, завтра появился социальный фонд. Нет. Два фонда, и пенсионный, и социальный, достаточно плотно к этому готовились. Готовились они, во-первых, через создание единой системы цифровой, да, единой платформы, на которой они работают. Это первая история. А вторая история, если в пенсионном фонде на период даже там 3, 5, 4 лет назад, да, как бы уже все достаточно было четко зафиксировано, они видели каждого пенсионера, то в социальных льготах, как федеральных, так и региональных, этого не было. И поэтому, несмотря на пандемийные явления, да, значит, вот за эти 4 года социальным фондом вместе с нами проведена достаточно серьезная работа. Да. Я хорошо помню первые совещания, которые мы проводили для того, чтобы переходить на электронные больничные листы. Да, и тоже мы всегда были лидерами, потому что эту позицию, значит, ставил глава республики, и одни из первых тоже в стране перешли на электронные больничные листы. Это намного упростило вообще очень многие процессы, которые происходили. То есть мы были к этому готовы. Это первая позиция. Ну и вот так вот каждую позицию социальный фонд отрабатывал. Сейчас уже в объединенной системе, ну, практически мы видим каждого человека. Ну, вообще современные технологии плотно в нашу жизнь вошли, да, спектр того, что можно получить на госуслугах, растет. Я думаю, что вот и социальный цифровой фонд будет завязан на госуслуги, да, так или иначе обязательно. Вот. А региональные сервисы как-то будут развиваться или надо сейчас уже понимать о том, что все равно придется объединяться в одну я сеть думаю, и ждать? Да, мы должны сделать, да, вот, условно говоря, чтобы ничего не ждать, да, мы в любом случае делаем свои сервисы. Сервисы различные. Главное, чтобы можно таким вот совершенно как бы не
нехорошим языком скажу, а вот этим вот айтишным, да, движок, чтобы был хорошо работал. Да. Вот, чтобы движок был хорошо работал, то есть мы можем хоть какую сделать саму по себе платформу, мы ее соединим с федеральной. Главное, чтобы гражданину было понятно, доступно, и для того, чтобы он не выбирал какие-то определенные моменты. Да. Вот, например, я просто приведу простой пример. Была такая история, когда мы, например, там, входили в цифровой профиль по вакцинации. И вот ты уже пишешь, да, значит, непосредственно там, ты такой-то, такой-то, и пишешь свое имя и отчество. То есть я пишу Балабкина Ольга Валерьевна, а дальше меня спрашивают, мужской у меня пол или женский. Вот для того, чтобы таких вещей не было, вот это нужно бояться. Не соединение региональных федеральных, а вот такой вот, чтобы он быстро работал и чтобы было понятно гражданам, чтобы там 20 раз точек не нажимать. Вот есть вопрос от телезрителя. Раньше в Якутске можно было получить молочную кухню для малыша, а сейчас приходится брать внукам йогурт и молоко длительного хранения в магазинах. Будет ли восстановлены комбинаты питания? Планов по восстановлению комбинатов питания сегодня в республике нет, хотя этот вопрос достаточно плотно обсуждался. Действительно, она была, но сегодня у нас, значит, мы просто-напросто нет возможностей, пока нет возможности именно нашего сельхозтоваропроизводителя для того, чтобы успевать вовремя делать его вот этот вот молочный продукт идеально. Да, это что касается города Якутска. Во всем остальном, значит, существуют категории детского питания, специализированного, обычного детского питания. Мы его как выдавали, так и выдаем. А дальневосточные сельские и семейные ипотеки, вот насколько они помогают якутянам обзавестись жильем? Насколько востребованы вообще эти продукты? Я вчера вчера была в Амгинском Улусе. И вот непосредственно, когда мы ездим в Улус, мы, соответственно, готовимся по статистике. И вот статистика в Амгинском Улусе, она увеличилась по количеству жителей по сравнению с год от года. И вот нужно обратить внимание, что я смотрю на увеличение этой статистики именно как возвращение молодежи в село под сельскую ипотеку. То есть, если говорить, востребована она или нет, я считаю, что Амга – это пример, она востребована. Ну и это также может быть способ сохранить отток населения из районов в Якутск, да? Вот если мы говорим вообще в целом в стране, отток населения некий присутствует из регионов, там столица, да, у нас на уровне республики, конечно, молодежи хочет, происходит, и нужно проживать. Закреплять как-то население. Ну, вот даже, опять же, возвращаюсь к визиту, который был вчера в Амге вместе с народным депутатом Сергеем Александровичем Ларионовым, да, и мне говорят о том, что вот знаете, чем привлекательна жизнь в городе? Я говорю, чем? Мне говорят, есть скидки, кэшбэки, да, я тогда воспользуюсь возможностью, прорекламирую. Есть карта жителя Якутии. Мы ее реализовали, сейчас она дальше продолжает реализовываться. Совсем недавно мы даже подкрепили под нее часть медицинских манипуляций, которые можно получить, где кому-то по скидке, кому-то по льготе. Я думаю, что такая хорошая, такая кэшбэковая такая история по сохранению возврата денег. Да, причем они работают не только в городе Якутске, но и во многих сельских магазинах тоже. Давайте про здравоохранение. Да? Это вот все-таки мы начали с рождаемости, с продолжительности жизни. Это, конечно, большая работа здравоохранения. Удалось справиться с коронавирусом. Давайте вот вспомним о самых сложных, самых знаковых решениях, которые помогли добиться все-таки нам этого положительного эффекта. То, что мы в числе регионов, которые успешно справились с пандемией. Да, но я считаю, что вообще руководство республики в лице главы республики Саха-Якутия, да, прежде всего добилось того результата, на который мы были сразу нацелены с самого начала. Это сохранить как можно больше жизни жителей нашей республики и не дать увеличения смертности. И те показатели, которые сегодня есть, они об этом говорят. То есть это сохраненные жизни. Да, безусловно, мы потеряли людей от коронавируса. Конечно, это наши большие, огромные соболезнования людям, семьям. Но сохранили мы, как глава не раз говорил, 81-е место мы в стране занимаем по смертности от ковида. Соответственно, мы и не подняли планки по смертности от других заболеваний. То есть система здравоохранения справилась. То есть у нас сегодня вот на все вот эти вот хейты, которые
там были в социальных сетях, там в критику, да, как бы о том, что справляемся, мы правильно мы делаем или неправильно. Но есть очень четкий ответ, это цифра, мы на нее шли. Потому что понимали, ради кого все это делается. И я вот, пользуясь возможностью, хочу всех поблагодарить, всех, кто помогал нашим медицинским работникам в этот сложный период, потому что ведь решений принималось очень много. Сейчас, может быть, даже уже и не хочется об этом вспоминать, потому что это был сложный период нашей жизни. Но, тем не менее, конечно, огромная благодарность всем, начиная вот и в том числе, разрешите вот лично даже вам представить благодарность за то, что мы с вами составляли вот эти вот, значит, те самые сводки для того, чтобы они были одинаковые и очень строго бились за то, чтобы там не было разных слов, чтобы у населения было четкое понимание. Да? И мы тем самым, в принципе, держали достаточно серьезно, в общем-то, в целом очень большую нагрузку, которая идет. Вот это вот, наверное, было самое сложное. Это убедить население, чтобы поверили властям. Я считаю, что поверили. А система справилась. Это вот из таких вещей. И, конечно же, как бы, особенно для районного здравоохранения, для первичного звена, это был огромный, колоссальный вызов. Медики, безусловно, молодцы, но организаторы здравоохранения, да, они смогли сделать так, что мы все-таки вовремя приобретали таблетки. Вовремя, да, старались приобрести все там ИВЛы, при этом нам помогали все, и предприниматели изначально, да, вовремя приобретали кислород, затем вообще просто перевооружили по кислороду практически всю республику. Это просто, это колоссальное достижение, но это из категории «нет худа без добра». В прошлом году мы были все очень рады введению нового здания кардиодиспансера, современного, с мощным современным оборудованием. Расскажите, как сегодня он работает? Да, кардиодиспансер, безусловно, да, его открытие состоялось у нас в мае. Это, во-первых, объект, который строился в условиях пандемии, да, и мы, то есть мы не занимались одним коронавирусом, мы еще защищали, помогали, соответственно, значит, строителям. Это нужно было принять. Прекраснейший коллектив, значит, руководства РБ-1. Почему? Потому что он начал работать с момента официального открытия, то есть уже начали оперировать людей. Это всегда сложно. Это всегда тяжелейшая работа. Ко всему прочему, РБ-1 пришлось, Республиканской больнице номер 1 имени Михаила Ефимовича Николаева, пришлось и перестроиться на экстренную помощь, потому что до этого они оказывали экстренную помощь только маленьким детям. Там только детская у нас экстренная помощь. И поэтому, конечно же, сегодня результаты видим. Конечно, только хорошее впечатление. Но для меня жемчужины, то есть вот для докторов, для многих, конечно, они гордятся тем оборудованием, которое стоит. А я горжусь тем телемедицинским, так сказать, комплексом, который у нас там поставлен. И я считаю, что основная задача – это о том, чтобы врачи кардио должны доходить до каждого населенного пункта, где у нас в достойной мере есть интернет, чтобы мы успевали непосредственно консультировать и принимать решения. Вот это вот базовая, методическая такая, где-то, может быть, даже научная, безусловная и лечебная история. Это вот кардио со своего, он находится, телемедицинская история наша вся находится на последнем этаже. Вот с этого последнего этажа она должна доходить до каждого населенного пункта. Он должен, и это и есть. Вы знаете, мы вот всегда как-то так вот эту пятилетку сравниваем только с кардио. А мы недавно посмотрели, да, действительно, какие вообще объекты за весь этот период были построены. Во-первых, был введен радиологический центр. Это дало возможность и, соответственно, значит, отработать уже в более лучших условиях с непосредственно онкологической службе. И онкоцентр тоже вот-вот. Да, мы ждем, конечно, введения онкоцентра. У нас есть определенные сложности. Но, по крайней мере, оборудование уже новое стоит уже. Да, мы ждем, значит, окончательных подходов к оборудованию, да, тоже уже здание у нас на месте, то есть, и тем не менее, все эти 5 лет онко тоже работал в других условиях. Это открытые паллиативные койки, то есть я, конечно, тоже молодцы, у нас и РБ-3, и, соответственно, значит, медцентр города Якутска, которые открыли паллиативные койки, ведь это же прям такая была колоссальная проблема. А в том же РБ-1, в Национальном центре Михаила Ефимовича Николаева, открытые мероприятия, которые открыто отделение, которое у нас может сегодня отсканировать любого новорожденного на все патологии. Да? Значит, в
Перинатальный центр. Перинатальный центр, да, он тоже введен, и, соответственно, мы видим уже снижение смертности как такового. Колоссальное перевооружение по технике всех наших медицинских организаций, просто колоссальное. Сегодня уже часть очень высокотехнологичных операций мы можем делать вне рентгена. Врачи не скрывают. От скромности, конечно, глаза всегда опускают, но по большому счету, если бы этих операционных, ангиоперационных не было, мы бы не спасли некоторых людей. У нас стоматология в новом вообще корпусе и варианте существует. В гериатрии скоро появится непосредственно, там появляется очень много новых проектов. Кроме того, там появляется лифт. Наконец-то у нас он будет, значит, отвечать вот этим требованиям. Но и самое главное – это реабилитация. Мы начали усиливать реабилитационную службу от реабилитации от ковида, и сейчас занимаемся реабилитацией уже участников специальной военной операции и, соответственно, членов их семей. Вот, кстати, об этом был мой следующий вопрос, потому что тут же важна не только и медицинская реабилитация, да, но работа с психологами тоже важная часть. Да? Вот как вообще... А мы еще в марте месяце, как только вот главе республики было обращение от мам ребят-контрактников, которые ушли в начало военной, специальной военной операции, мы поняли, что нам нужно прежде всего очень комплексно подойти. Была разработана дорожная карта, по которой непосредственно вот он приходит в военкомат, значит, молодой человек после демобилизации, как он дальше проходит, или находится ли он там в отпуске. Да? Мы даже не предполагали тогда, что будет мобилизация, мы рассчитывали пока свои ресурсы на контрактников. Тогда главой была очень четко на одном из совещаний поставлена задача начать разработку программ по психологической поддержке. Вначале членов семей, матерей. Достаточно сложно это вначале получалось у Центра психологической поддержки молодежи при Минмолодежи под руководством Владимира Скрябина, но потом они сконцентрировались через Методсовет, благодаря усилиям опытных психологов, которые у них работали, с привлечением мам, да, начали отрабатывать разные программы. Сегодня уже наши психологи работают не только в Якутске. Наши психологи работают в Ростове, наши психологи работают, значит, на Дальнем Востоке. Потребность колоссальная. Вот просто колоссально. Да, и, кстати, нужно же тоже отметить, что мы один из первых регионов, которые отправили своих медиков в военные госпитали, и удалось выстроить вот эту систему, когда каждого раненого, мы стараемся, да, подходить практически. Ведем каждого раненого, стараемся подходить. Вообще вот эта вот задача, которую поставил глава, не оставить ни одну семью без помощи, да, я считаю, что мы достойно с ней справляемся. Да, да, бывают разные ситуации, да. Вообще разные просто категории даже появляются, и мам, и жен, да, но практически всех замглав по соцвопросам в районах отрабатывают. Ну, я просто много общаюсь уже с коллегами из других регионов, и они говорят, что ни один другой регион вот такого нету, чтобы каждого обязательно. Нет, действительно стараемся, да, когда уже где-то промахи какие-то есть, то уже там индивидуально, прям под ответственность глав муниципальных образований. Ну, нас мало, нас всего 1 миллион. Мы же с большими амбициями, нас должно быть больше. 1 и 2 августа в Якутске состоится форум Общественной палаты России и сообщества. Темой станет «Силы России. Потенциал территории как ключ к развитию». Что там будет интересного? Да, я бы хотела, так сказать, вот немножко рассказать о форуме сообщества, который пройдет у нас вот 1-2 августа. Это федеральный проект. Это федеральный проект. Значит, сюда опять же съедутся эксперты Общественной палаты Российской Федерации, другие федеральные эксперты, будет очень много гостей. Мы очень горды. Я не скрываю этого, что мы выбраны как площадка. Значит, у нас есть чем делиться. Будем делиться всем, что у нас есть. Кроме того, сегодня действительно нужно как можно больше обмениваться теми знаниями, теми практиками, которые каждый из субъектов наработал для того, чтобы выписывать будущие какие-то направления работы. Речь будет идти и о волонтерстве, речь будет идти о технологическом суверенитете, речь будет идти о тех вызовах, экологических вызовах, да, как с ними справляться, о тех вызовах, которых мы не ожидали 2-3 года назад. А сегодня мы понимаем, что это очень важно.
Не так давно стали известны победители некоммерческих организаций на гранты главы Якутии. Вот какие направления особенно популярны в этом году были? Однозначно популярными являлись патриотическое направление, и желание людей помочь в этом направлении, оно достаточно высокое. Да? Кроме того, очень много проектов, которые поддержаны и по системе профилактики заболеваний. Я очень довольна проектом вот такой вот помощи организации продленки. Я его всегда везде, наверное, буду приводить пример, который вообще в Горном Улусе, да, реализуется. Вообще нужно, наверное, как бы ради даже просто вот из чувства благодарности сегодня поблагодарить главу Горного Улуса, значит, да, который, вы знаете, один из первых и больше всех денег привлек не только грантов главы республики на территорию за счет общественных организаций. Это также гранты федеральные, гранты Росмолодежи. То есть они просто привлекают деньги. И я обращаюсь еще раз ко всем главам. Ну, коллеги, вы можете привлекать эти деньги благодаря вообще крутым, совершенно креативным ребятам на вашей территории. И вот проект, который предложил Горный, я считаю, тиражирование должно пройти по всей республике. Это продленка для ребятишек СВО. Для бюджета сегодня это действительно достаточно сложная нагрузка. И если ее делать через гранты, это, в общем-то, такая история. У нас буквально пару минут до конца эфира остается. У меня последний вопрос. Давайте подведем небольшой итог работы команды Айсена Николаева за 5 лет, вот так скажем. Что вы считаете самым главным достижением и какие задачи вашим блоком были выполнены блестяще? Но можно себя похвалить, я думаю. Вы знаете, я думаю, что, конечно, да, как бы с таким лидером, с которым надежно работать всегда легко. Да? Ведь плюс команды Айсена Николаева, он достаточно, и вообще успеха Айсена команды достаточно простой. Это четко поставленная цель. И когда ты знаешь, к чему ты идешь, ты не видишь препятствий, преград. И, безусловно, как бы так были настроены у нас все главные врачи управления социальной службы. Да? Так работали практически все вот в тех вызовах, в которых мы оказались. А мы оказались в сложных вызовах. И мое мнение, что через эти вызовы прошли. И сохранились как команда, сохранились как сильная команда, и управленческая. Это говорит и федеральная оценка, в том числе о нашей деятельности. Потому что и пандемия, и пожары, и мобилизация. Наверное, у каждой управленческой команды периодов, да, разных руководителей были свои вызовы. Ну, наверное, я буду нескромна, если скажу, что таких вызовов не переживал никто. Ну и мы их выдержали. Это главное, и благодаря именно как раз позиции главы республики. Четкой, понятной, четко поставленной цели. Мы знали, куда идем и ради кого работаем. Потому что, конечно, ради якутян, ради каждого, кто живет в нашей республике. Ну что ж, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в работе Республики активного социального развития. На этом выпуск программы «Якутия Лайв» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.